Здравствуйте! Я Маханова Марзия Тулеповна, мастер производственного обучения Тарасского колледжа сервиса и технологии. Сегодня я вас хочу познакомить с оборудованием под названием слайдер. Еще это оборудование можно назвать ламторезкой. Или еще проще, это электронож. Электрическим ножом можно назвать. Устройство этой машины. Машина состоит из корпуса. Рабочим органом этой машины, оборудования этого, является дисковой нож. Следующим рабочим органом является каретка. Имеется также зажимное устройство. И нож, и каретка обязательно по технике безопасности имеют защищающий экран. И у ножа есть оно, и вот стекло вот это есть защищающим экраном каретки. Зажимное устройство сказала. Вот, это вот является регулятором. Здесь, видите, написано числа. Это в миллиметрах. Сколько вы хотите толщину данного продукта при нарезке? Какая толщина? Здесь устанавливаете. Вот. Здесь вот прям устанавливаете. Кроме этого, есть еще точильное устройство. Вот это ручка точильного устройства. Здесь винт, закрепляющий винт точильного устройства. Тут еще один винт есть. Вот это закрепляющий винт ножа дискового. И еще, кроме этого, обязательно, раз это оборудование электрическое, кабель должен быть с вилкой. Данное оборудование стоит на ножках. Вот на ножке. И последнее – это включатель и выключатель. Так, я вам хочу показать, как работает эта машина. Первое, мы устанавливаем обязательно размер нарезки. Например, мы взяли 2 мм. Берем любой продукт, ставим на каретку, прижимаем обязательно зажимным устройством и каретку двигаем. Нарезка идет ломтиками. Как вы заметили, ломтики все одинакового размера. Это прям друг под другу. Вот. В чем превосходство этого оборудования? В том, что она проста в действии, эффективна, соблюдаются все правила техники безопасности этого оборудования. Если это оборудование бутон сырокопченой колбасы нарезает за 2-3 минуты, то профессиональный повар нарезает это же за 2 раза дольше или даже в 3 раза дольше. Значит, мы этим оборудованием экономим время. Еще что хотелось сказать, то что это оборудование нарезает не только фрукты, оно нарезает и овощи, как мы сказали, и гастрономические товары, именно ломтиками, не другой фигуры, а именно ломтиками. Поэтому и называется ламторезкой. После того, как мы выключим это оборудование, обязательно надо протереть это оборудование. И никогда нельзя забывать, надо опять поставить на 0. Потому что нож опять идет в свое прежнее положение. Если же мы оставим, когда будем протирать, мы можем порезаться.